В эфире программа «Новости». Расскажем о главных событиях к этому часу. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. Сегодня в стране отмечают День шахтера. Наши мирнинские коллеги узнали, чем представители этой сложной и важной профессии любят занять свое свободное время. Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму 1 миллиард 400 миллионов рублей. В Ростуризме оценили результаты позитивные и пообещали учесть пожелания всех сторон на новых этапах программы. Якутские театры готовятся к старту нового сезона. Там начинаются репетиции, а некоторые готовы выйти на сцену уже в следующем месяце. Айсан Николаев поздравил шахтеров и горняков с их профессиональным праздником. Глава Якутии отметил, что угледобывающая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики нашего региона. Она занимает 3-е место после нефти и алмазодобычи по объему производства и играет важную роль в формировании бюджета и развитии городских округов и районов. Потенциал развития угольной промышленности в Якутии огромен, и для его реализации регион нацелен на то, чтобы осваивать новые месторождения, наращивать производственные объемы, внедрять передовые технологии. Глава выразил уверенность, что благодаря совместной работе удастся решить любые задачи, даже самые сложные. А менее чем через 2 недели в Нерюнгринском районе запустят первую очередь шахты Инаглинская и фабрики Инаглинская-2. Производственные объекты построены компанией «Колмер». Инаглинский является крупным проектом угольной отрасли страны. Реализация проходит в 2 очереди с поэтапным увеличением добывающих мощностей с 6 до 12 миллионов тонн угля в год. В одновременной работе шахты первой очереди планируется 1 очистной забой, отрабатывающий запасы угля, 2 очистных забоя и до 7 подготовительных забоев. А о том, какие увлечения выбирают для себя шахтеры Алроса, расскажет Ивана Филиппова. Портреты пастелью, карандашами. Целая художественная галерея дома. Эти работы принадлежат художнику-любителю Ивану Константинову. По профессии мужчина – геолог подземного горного участка. После тяжелой смены в шахте по вечерам делает наброски. Просто рисую для себя, для души. Помогает привести мысли в порядок, можно так сказать, да. Вот когда сидишь, немножко отрешенно рисуешь, это все устаканивается. Мечта Ивана Константинова – научиться рисовать акварелью и маслом. Базы-то у меня нету, где в основном преподают вот эти смешения цветов. Это приходится черпать все из интернета. Иван Константинов – один из немногих, кто спускался на глубину более 1200 метров. Это высота 50-этажного здания. А еще геолог побывал на самой вершине Европы. Недавно он совершил восхождение на Эльбрус с другом и коллегой из Мирнинского ГОКа Алексеем Курневым. Они поднялись на высоту 5642 метра. Маршрут занял 6 дней в горах. И это не первый поход Ивана. В 2018 году он дошел до базового лагеря Эвереста, доказав себе, что нет ничего невозможного. Если ты любого спросишь, да, кто там побывал, что ты чувствуешь, как это все дело, никто тебе не объяснит. Там надо побывать, чтобы понять. Да. Красоту тем более объяснять очень сложно. А вот Сергей Ещенко из Удачного очарован красотой якутской тайги. Каждый год он с друзьями ездит на реку Мархара ловить рыб. Там просто красиво. Там гуси летели, вот мы шли на моторе, и гуси летели в районе 10-15 метров просто рядом вдоль. Мы идем, и они так летят косяком. Ленок, сиговые, о рыбалке он может рассказывать часами. Удочку в руках Сергей держит с детства. Вот мы сейчас готовимся, планируем, да, и ты думаешь, господи, хоть бы все с работы срослось, хоть бы вода пошла. И ты уже живешь, я вот уже в предвкушении того, что мы поедем, я уже просто считаю дни, окунуться в эту атмосферу леса, запах дыма, костра вечером. А сейчас темнеет, сейчас вообще просто костер будет гореть, а там будет так темно, и там какой-то шорох, тебя это тоже будет настораживать, тем не менее, но ты от этого испытываешь просто такое удовольствие. А самое важное, просто не работает телефон!
Ивана Филиппова, Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Якутянам вручили государственные награды президента России. Указом Владимира Путина за заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный геолог Российской Федерации» Анатолию Кириллину, начальнику отдела геологического управления компании «Алмазы Анабара». Также знаком отличия за безупречную службу награждена Ирина Гаевая, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по республике. В Якутии за сутки выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции. По данным регионального оперативного штаба, из них 20 в Якутске, 8 в Мирнинском, по 2 в Алданском, Мегино-Кангаласском и Оленёкском и единичные случаи в 9 других районах. Подтвержден один летальный случай от COVID-19. За сутки лаборатории республики провели почти 3400 исследований. Правительство России одобрило выделение средств на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом. Средства планируется выделить из резервного фонда. Речь идет о выделении дополнительных финансовых ресурсов на обеспечение президентских доплат медработникам за август месяц. Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму 1 миллиард 400 миллионов рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, с учетом того, что она была запущена в беспрецедентно короткие сроки. В ведомстве сказали, что подойдут максимально клиентоориентированно и в случае принятия решения о продолжении программы обязательно учтут все те пожелания и просьбы, которые и туристы, и туроператоры, и бизнес озвучивали по ходу подготовки. Напомним, что на финансирование этой программы правительство России выделило 15 миллиардов рублей. Алекминскому Спасскому собору исполнилось 150 лет. Празднование началось с утренней литургии. После службы были вручены благодарственные письма прихожанам и благодетелям собора. Завершилось утреннее мероприятие крестным ходом от Спасского собора до часовни Александра Невского, где отслужили молебен. Также в течение дня в стенах районной библиотеки Алекминского музея и в самом соборе прошел ряд мероприятий, посвященных круглой дате. Это очень большая дата. Это как раз на этом месте небо на земле. Каждый день прихожане во главе со своим пастырем, настоятелем Спасского собора молятся о граде Алекминском, о жителях его, всего района. Я поздравляю всех с этим прекрасным, великолепным событием для всего Алекминского района, престольным праздником нашего Спасского собора, которому 150 лет. Мы ровесники Якутской епархии. Якутские театры готовятся к началу сезона. Так, Саха-академический театр имени Аюнского планирует начать показ спектаклей в сентябре-октябре. В Государственной филармонии имени Кривошапка концерты не прекращались, и во время режима самоизоляции они проходили в онлайне. В марте учреждение активно взялось за развитие соцсетей, а YouTube-канал значительно набрал подписчиков. В Театре юного зрителя отмечают, что в связи с запретом на проведение мероприятий для детей положение тяжелое. Однако коллектив не унывает и планирует немного изменить репертуар под предпочтения взрослых и подростков. Репетиции начнутся после 15 сентября. Пора ежедневных репетиций началась и для артистов русского драмтеатра имени Пушкина в Якутске. Они готовятся отметить 130-й сезон. Сложно ли выходить на сцену после долгого перерыва и чем обрадуют артисты своих зрителей, узнала Ульяна Шагина. Впервые за долгие полгода гримерные театры заполнились веселым смехом и шутками артистов. Большинство не виделись с марта, так что есть что рассказать и чем поделиться. С нетерпением ждем, когда откроется наш новый театральный сезон. Добро пожаловать! Пустая сцена, пустой зрительный зал и пустые кулисы. Такого затишья театр не видел со дня своего основания. Для артистов, которые привыкли быть в центре внимания и в гуще эмоций, этот перерыв дался вдвойне тяжело. Тем не менее, выдержали все. А это значит, с удвоенной энергией приступают к репетициям. Вот пришли кулисы родные, пусть прохладно, холодно, но так хорошо. Так хорошо. Мы обнимались, хоть и маски, там то да сё, но это прекрасно. Часть артистов, как и многие якутяне, весь летний сезон наслаждалась всеми прелестями дачной жизни. Кто-то научился писать портреты, кто-то вел блоги в интернете, ну а кто-то и вовсе зачитывался художественной литературой.
Ну, я читал и так каждый день, а тут большими объемами стал поглощать книги, практически отказался от телевизора, ну, кроме как там какие-то новостные там передачи смотрел, и все. Было много ретроспективы, советское, итальянское кино. В общем, тоже получил какое-то эстетическое удовольствие от того, что я сидел дома, но движения, конечно, не хватало. Сегодня установочная лекция, разбор предстоящих планов. И уже с завтрашнего дня ежедневные репетиции. До конца театрального сезона нужно все успеть презентовать зрителю. Мы наконец-то все-таки сможем, наверное, показать все-таки путешествие Незнайки. Естественно, мы должны доделать спектакль, посвященный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это работа Андрея Исаевича Борисова, запасной аэродром. Это история Дальстроя. Не буду все открывать, но это своего рода как-то косвенно, так или иначе, касается материала о «Два берега одной победы», об Алсибе. Вот, после этого памяти Владимира Александровича Голуба мы хотим осуществить постановку Островского «Не все коту масленица». Кроме того, уже сейчас начинается подготовка к празднованию 130-летия театра, которое запланировано в июне следующего года. Дату основания театра, которая традиционно празднуется в мае, в этот раз решили привязать ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, чье имя и носит драмтеатр, а также ко дню русского языка. Русский театр – это форпост своего рода русской культуры, а 6 июня – это День русского языка, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Да, давайте будем праздновать 6 июня. Так что 6 июня мы намерены представить премьеру «Сорванец» Водевиля и отпраздновать 130-летие нашего театра. Говорят, что театральную атмосферу невозможно передать на видео. За время вынужденного перерыва огромное количество спектаклей прошлых лет было показано через онлайн-трансляции. Количество просмотров побило все рекорды. Такой метод еще раз доказал театральный зритель. Он особый и самый преданный. И даже вынужденная разлука с любимыми артистами не смогла стереть любовь к театру. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. И на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.